дедушка был геологом, работал в поселке Батагай. У меня папа там родился. Примерно я знал, чем буду заниматься. И поэтому даже особо не думая, когда закончил школу, поступил на геолого-разведочный факультет. И потом уже после окончания университета было предложено остаться в аспирантуре, параллельно вести преподавательскую деятельность. Ну и, собственно, вот так вот я и попал в науку. Мы сейчас занимаемся древними магматическими породами. Ну, то есть это древние вулканы, которые работали на территории нашей Якутии. Если просто говоря, да, древние вулканы, которым по 130-150 миллионов лет, с которыми связаны месторождения рудного золота. Для меня это, конечно же, защита диссертации. Защитил я ее в 2016 году. Ну и самое такое, то, что я считаю из своих достижений, это произошло до 30 лет. То есть я успел, так сказать, в стане еще молодого ученого защитить кандидатскую диссертацию. Особенностей много, но самая такая основная особенность — это, конечно же, суровые климатические условия. Нам от этого никуда не деться. То есть, какой бы вы наукой ни занимались, любой наукой, гуманитарной, естественной, технической, вы всегда будете сталкиваться с проблемами вечной мерзлоты. Да? Но мы так же, как ученые, должны и научиться работать в условиях вечной мерзлоты, чтобы ее не нарушить, а сохранить. Наука — это всегда интересно, мы всегда удивляемся чему-то, что-то новое узнаем, что-то мы не знаем, нам охота узнать, да? Поэтому наукой заниматься — это всегда интересно. Какие-то новые познания, новые открытия. Ну, помните, как дети маленькие, они каждый день что-то новое узнают и удивляются этому. Прямо вот истинно удивляются. Поэтому работа ученого, она примерно где-то с этим схожа. Конечно, не все так просто, как у ребенка, да, там нельзя открыть окно и начать удивляться. То есть это работа кропотливая, но это интересно. Классики уже все давно сказали: учение свет, не учение тьма. Наукой заняться никогда не поздно.